известный храм Хабаевды, памятник федерального значения. В общем, не имеет аналогов на территории Северного Кавказа, в частности, так и в Закавказье. В общем, по данным искусствоведов, архитекторов, археологов, храм датируется по некоторым данным концом 8 начала 9 века, по другим концом 10 века. Вот такие вот споры идут у некоторых групп исследователей. Храм дошел до нас в перестроенном виде. Вот эта часть восточная, с апсидой, с алтарем, с этой купелью, с этим крестом, относится к 9-10 веку. Вот эта часть. В общем, с этим окном, с апсидой и с этой конхой, вот таким вот сводом. В общем, это западная часть помещения, которое называется архитектурой Наусом. Вот эта часть. Как еще раз? Наус. Наус. Наус, да. В общем, эта часть западная, начинает это самое, считается уже как бы более поздним периодом строительства. Здесь уже 15-16 век. То есть после какого-то природного катаклизма храм был разрушен, и он был перестроен ингушскими мастерами, да, 15-16 век. Мы здесь видим балки, вот, поперечные балки, диагональные сверху, которые скрепляли вот эти выступающие пилоны, вот эти арки. Это является таким укрепительным материалом. Видно, вон там балка сломалась, да? Совершенно верно. Вон там балка сломалась. И чуть дальше самое. Скажу ту информацию, которую я владею. Якобы это солдаты сделали. Пожары здесь сделали, жгли. Видно, что там сжженное все. Да. Это купель каменная. Здесь. Что, кстати, она означает? Для чего она была? Она предназначена, считается, что здесь производилось таинство крещения, так называемое. Здесь производилось крещение. То есть это во времена христианства им вышло? Совершенно правильно. Здесь наполнялось водой, помещали ребенка, производили таким образом. А крест? Крещение. Крест, соответственно, да? Кстати, это не имеет аналога в христианской архитектуре. В Грузии, например, кресты стояли вертикально, и они были деревянные. Тут каменный крест. Само собой, это символика христианской культуры. Сколько он примерно? Метр, да? Полтора? Да, метр, кажется, на 80 сантиметров. Здесь это помещение. В образе человека, по-моему, нет? Нет. Просто крест, который, мы знаем несколько видов, крестовые фильтры, называемые фиксы. Здесь мы видим ниши. Они, кстати, для чего вот эти ниши? Ниша тут ставился церковный ужин. То есть священнослужитель, который здесь производил какие-то культовые действия, церемонии какие-то обрядовые. У него была, естественно, посуда и так далее. И вот эту посуду он помещал вот в эту обратную форму нишки. В общем, по ингушской легенде храм, в храме священнослужителями были представители Евлоевых. Вообще, по написанным преданиям, этот храм, здесь моления в храме производились представители 4 селений. Вот такие отсеки, в первом отсеке, во втором отсеке вот это вот погорелое уже сейчас. Вон чуть дальше, в третьем помещении, в третьем отсеке. Вот эти балки, они вот поставлены последние перестройки. И в последнем, 4-м помещении. У двери, да? Да. Это Таргимпош. Это на позднем этапе. На раннем этапе храм был огромный. Общий, да? Да, северная боковая церковь, которая находится за стеной, в которой мы проводим раскопки. Это северный предел дополнительный. И с южной стороны имеется еще 2 предела, еще 2 церкви. Мы сейчас пойдем. То есть 4, совершенно правильно, 4 церкви. При археологических раскопках и исследованиях найдено огромное количество камней, резных камней. Вот что вот эти за камни? Вот эти, это колонны.
колонки, Которые стояли, да, здесь? которые стояли вот у входа Они, короче, датировали вот так. двери. По бокам, вот так они стояли. С той стороны. Вот с той внешней стороны эти колонки были Как вход, я поставлены понял. да. Это Ну, вот это вот резные камни, да, вот эти? да, вот это вот арка. Видишь, такой вот Да, да, интересный, дугой. так называемый ложковидным орнаментом с валиком по центру. Это очень интересный орнамент. Ну, за кавказские традиции по 8-9 веке орнамент существует. Это консольный блок с изображением ангела. Ну, да, к сожалению, голова не сохранилась. Вот. Это вот крылья. Вот это крылья. Да, вот. Вот это крылья. Вот эти плечи, руки. Плечи и руки. Вот это туловище. Ну, как известно, ангел изображает только по пояс. В общем. Вот это изображение ангела. А вот этот блок. Подожди, сейчас. Изображен мотив так называемой древнеиранской культуры. Крылатая собака вот, и кошка. Мотив борьбы. Крылатая собака с кошкой. Это фантастическое существо. Крылатая собака называется Сен-Мурв. Сен-Мурв. Вот. Ну, оно потом из древнеиранской культуры переоформилось, и эти традиции используются уже в христианской традиции, культуре и так далее. Это изображение людей. Большинство ученых предполагает, что это изображение апостолов, то есть сподвижников Христа. Да. Этот блок и этот блок. Видишь, тоже изображение человека, ну, с бородой, с такой вот одеждой, с диагонально расходящими бороздками и так далее. А это уже изображение сцены охоты. Да, видно стрела. Да, вот стрела натянутая. Вот человек, он присел немножко. Вот, а вот это лань, да, типа? Совершенно правильно, это лань. Вот, такие 4 ножки, туловище и нога, и голова. И к какому веку относится это примерно? Вообще, вот эти все эти консольные блоки, всеми учеными, они датируются раннего времени, 7-8 веком. То есть это фактически это после того, как только появился ислам, да? Через 100-200 лет. Совершенно правильно. Здесь, этот период, здесь расцветало христианство вообще. И это как раз таки... А можно сказать, что ингуши вот как-то вот каким-то образом эволюционировали в религиозном смысле? То есть были язычниками, потом христианами и потом стали мусульманами? Ну, есть все объективные данные для этого, допустим, погребальный обряд, четкий показатель принадлежности людей к определенной конфессии, христианской, мусульманской и так далее. Здесь очень много как раз таки языческих погребений до, допустим, 7-8 века, а потом появляются безинвентарные погребения, в которых ничего нет. То есть это говорит о том, что находят кресты. Говорит о том, что уже появилась христианская конфессия, что люди последовали за христианством до, допустим, 11-12 века. Потом все это приходит в упадок, появляется опять погребение языческого характера, где очень много закупокойной пищи, сопроводительного инвентаря. Ну, считалось, что этот инвентарь поможет будущей жизни. Будущей жизни.